Пока еще не строевой походкой и неуверенным голосом призывники приветствуют подполковника в запасе. Одного у будущих солдат не отнять – желание служить в рядах вооруженных сил России. Теперь это не просто престижно, а с изменением законодательства еще и полезно. Самое основное – это для себя, то есть как бы показать, что ты защитник своей родины, скажем так. Соответственно, военник будет, то есть это для дальнейшего для себя. То есть ты уже сможешь поступить на нормальную работу, то есть для работы. То есть уже и какие-то государственные структуры, то есть МВД, там, Следственный комитет, все остальные вот такие. Медкомиссию на призывном пункте ежедневно проходят десятки юношей из Сибая и Хайбулинского района. Пока здесь побывали 56 будущих солдат. Требования к состоянию здоровья парней самые строгие, и не все могут им соответствовать. В основном встречаются заболевания, плоскостопие. Не знаю, с чем это связано, конечно. Наверное, из-за того, что обувь неправильно таскают. Сейчас такая. Вот. И по дерматологу всякие болезни кожи. В основном самые такие болезни, которые встречаются на сегодняшний день. Чтобы не войти в большинство, у которых проблемы со здоровьем, призывники заранее готовятся к армии. Помимо физической подготовки, они осваивают и военные специальности, чтобы иметь шанс попасть именно в те войска, в которые хотят. Тем более с этого призыва основной упор будет делаться на психическое здоровье будущих солдат. Призывники начали проходить специальный тест. С каждым годом российская армия становится не только профессиональней, но ее реформирование выделяется сотни миллиардов рублей. Сегодня с мощью наших военных считаются во всем мире. И быть частью этой непобедимой боевой машины, пусть хотя бы на один год, долг каждого гражданина призывного возраста. Елена Афанасьева, Гульхамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдян, телекомпания СТВ.